Вы знаете, вот раньше, по-моему, об этом даже не говорили, молчали. То есть, как у нас сложилось, да? На кыргызском, если говорить, это идишая кагышат, там потом ерте катын тагышат, и не надо выносить там и так далее. Поэтому раньше было насилие, и намного жестче было, по-моему. И после того, как уже общественность начала внимание обращать, да, и с помощью средств массовой информации поменялось, получается, правосознание у людей, и они вот сейчас вот они дошли до такой степени, что не надо молчать, не молчи, и обращаться, вот всегда жертвы насилия, любого вида насилия, будь это семейное насилие, будь это сексуальное насилие, они подвергаются несколько раз. Вот это виктимизация, да, получается, получили насилие, написали заявление, и там допросы, бесконечные допросы, дело возбуждает, не возбуждает, отказывается, очные ставки, экспертизы бесконечные, потом просто давление со стороны родителей, давление со стороны, от всех давление, даже просто от знакомых давление, да, приходится проглатывать вот это все. Дети, тем более были случаи, когда наоборот дети осуждали своих матерей. Почему написал заявление? Вот помните, да, вот с шинами, вот это прям тогда вот самое ужасное, когда жертва остается наедине со своей болью, наедине со своей травмой. Насилие над женщинами – это очень глобальная проблема, которым подвергаются миллионы наших женщин, девочек во всем мире. И когда жертва, она остается один на один со своей травмой, тогда просто, получается, она ищет выход из всего этого, просто уйти от этого мира. И у нас потом уголовные дела возбуждаются, доведение до самоубийства. В больших случаях пишут записки там, и не указывают моей смерти винить кого-то. Просто пишут записки и говорят, просят, наоборот, они сами прощения. Да? Это очень печально. Если же жертва с первых дней насилия ощущает поддержку именно. Насилие – это же психологическая травма. Если жертва получает поддержку от психологов, юридическое сопровождение, если, вот как у Асели, да, общество стало, то есть она не одна, если раньше она была одна, то уже здесь общество стало, вот каждое насилие, хоть оно маленькое, резонансное, нерезонансное, каждое насилие, каждая дискриминация мы должны освещать. Тем самым мы должны правосознание общества. Надо разбудить правосознание общества, чтобы никто не проходил мимо. Допустим, недавно где-то читала, что даже в маршрутке вот это вот приставание, вот это все домогательство, один из видов домогательства, да, харассмент, да, это тоже травма. Это тоже травма, и надо работать с психологами. У нас в моей деятельности именно ощущаем нехватку психологов. Детских психологов у нас вообще нету. Государственных психологов вообще нету. Кризисные центры, в кризисном центре один психолог, но там жертв очень много. Либо же отсутствие психолога, в несколько кризисных центров один только психолог работает, да? А самая первая помощь, чем юридическая, это вот первая помощь психолога, потому что они должны работать жертвой именно там медицинской, а не там последствиями, да, иногда. А вот неизлечимая глубокая травма – это вот получение именно помощь именно психологов. Да? Мы, юристы, сопровождаем жертву и смотрим, чтобы не нарушалось
не нарушалось ее права и в досудебном, и в следствии, и в судах, да, и работа нами ведется, чтобы насильник получил соответствующее наказание. Но исключить вот это все, предупредить, это надо нашу культуру поднимать. Это надо нашу культуру поднимать. Было бы хорошо, если бы в школах внедрили уроки именно о правах, о культурах, о ненасилии. Потому что насилие — это не только то, что муж избил жену и так далее. Насилие родителей над детьми. Насилие, допустим, очень тоже много случаев у нас в регионах, где кайната кайнене избивают своих келинок, да? Таких тоже очень много. И, то есть, поднять культуру, что келин, она не рабыня. И надо относиться ко всем. Это не важно по статусу, не важно кто, но надо относиться к человеку. И всегда вот семейное насилие, это же в первую очередь экономическая зависимость. Женщины у нас не работают, дома сидят, в основном за детьми, домашний быт, вот это все, да, мужья работают. И если хорошо, если они живут отдельно, у нас в основном живут в одном доме до 15 членов семьи. И получается, женщина с утра до ночи крутится за детьми. Там завтрак приготовить, чай приготовить, ужин приготовить, все постирать, убраться и так далее. И потом в конце получает, да? Получает от мужа, может, не постиранное что-то не успела и так далее, тому подобное. Или же ревность, просто вот опять-таки алкогольные напитки обязательно первопричина. И сгорает. Просто жертва, она сгорает. Если она найдет в себе силы обратиться в кризисные центры, обратиться посредством массовой информации, да, обратиться, вот у нас сейчас очень хорошо работает юридическая помощь, государством гарантированная юридическая помощь, оно почти во всех регионах Кыргызстана открылись пункты, где абсолютно бесплатно могут получить. По гражданским делам у нас это расторжение, алименты, определение места жительства ребенка, муж, родственники мужа, они обладают как бы властью над женщиной. И пугают, что если она уйдет, заберут детей, не будут показывать и так далее, и тому подобное. Там в городе так особо мало таких. В регионах, особенно в южных регионах и в севере, они пугают то, что распространят какие-то сведения, что она будет осуждена своими же родственниками, своими односельчанами и так далее. И тем самым именно из-за любви детей и боязни потерять своего ребенка, они вынуждены возвращаться к насильнику и жить дальше. Да? И у нас бабушки, они всегда говорят, вот потерпи, чуть-чуть потерпи, а потом уже ты будешь править этой семьей, да? А терпеть сколько? Чуть-чуть, это какое время чуть-чуть, да? Это месяц, 10 лет или всю жизнь терпеть. Когда человек агрессивный, да, он не может сдерживать себя, да, и тем самым у нас, не знаю, в последнее время очень такие жестокие стали, насильники стали жестокие, обязательно как-то извращенно. Вот зачем надо было отрезать там нос, вот это все, да, вот зачем? Это натурально больной человек, маньяк. Обязательно ломают, руки, ноги ломают, обязательно бегут за ножом и так далее, да? И потом как жить жертве? Как жить жертве, потом как дальше продолжать семейную жизнь, да? Как называть его дальше мужем и так далее. А самое главное, какой пример получают дети.
Потому что в любви, которой вырос ребенок, он никогда не станет насильником. А если ребенок вырос в семье насильника, видит вот это все, и жертва никакие меры не предпринимает, и дальше живут, вечером избили, утром сидят, чай пьют и так далее, и продолжает вот это все, ребенок воспринимает это как обыденное, ну, наверное, в порядке вещей. И потом он вырастает, и что делает? Он делает то есть, что увидел в гнезде, то и делает в отношении того, да. Поэтому, дорогие женщины, дорогие сестры, не молчите, пожалуйста. Один раз он ударил, второй раз он сломает, а третий раз он вас просто не будет, да? Либо вы сами пойдете куда-нибудь в ботсад, повеситесь, да? Либо он просто изобьет до смерти. Вот последствия вот эти очень, очень страшные. Конечно, у нас есть определение места жительства ребенка с детьми. Я же говорю, 24 часа женщина, мама, она рядом с детьми. И надо в таких случаях обязательно назначать психологическую экспертизу в отношении детей о привязанности к одному из родителей. Если отец насильник в доме, вот это все, мама же боится, а вместе с мамой дети тоже боятся его. И, естественно, психолог выявит вот это все и в своем заключении укажет, что про отца ребенок боится речи сказать. Ребенок привязан к матери. Для суда вот этого заключения достаточно, чтобы определить место жительства ребенка с матерью. Понимаете? И не надо бояться, потому что у нас женщины, очень много женщин говорят, мне не надо от него ничего, алименты не надо, лишь бы меня не трогал, не надо. Я говорю, не надо алиментов, не берите, вы просто счет откройте. Это почему? Это потому, что потом в дальнейшем лишить его родительских прав вообще. Потому что у нас по алиментам в Кыргызстане по статистике около 40-45 тысяч мужчин вообще не платят алименты. 6 месяцев не платил алиментов, не участвует в жизни, в развитии, в воспитании ребенка, пожалуйста, в суд о лишении родительских прав. И они, если даже женщины, которые думают, а зачем лишать алименты, я же потом, лишать родительских прав, я же потом алименты не могу. Нет, лишают его прав в отношении ребенка, а от обязательств его никто не лишает. Он будет продолжать платить алименты. И сейчас вот президент у нас подписал уже закон о неприменении сроков исковой давности. И по алиментам тоже уже подписаны законы, которые ужесточают алименщиков, чтобы открыть именно уголовные дела. Раз не платит алименты и так далее. Еще мало того, что не платит алименты, он еще разрешения не дает. Вот у меня есть одна клиентка, она говорит, я не знаю, что делать, говорит, мой ребенок приходит, говорит, и говорит, а у меня одноклассники были там в Египте, были в Турции, были, почему мы не можем, у нас что, нету денег, почему мы не можем выезжать, они даже про кредиты знают, давай получим кредит и поедем, а проблема-то в том, что отец не дает разрешения на выезд ребенка. Мало того, что он никакого участия не принимает, и тем самым вот шантажирует, а ты откажись от алиментов, я тебе разрешение дам на выезд. Вот таких кейсов очень много. И тогда есть выход обратиться в суд с исковым заявлением, с иском о даче разрешения на въезд-выезд ребенка с матерью без согласия отца до совершеннолетия. Просто, видите, изначально они не обращаются к юристам, изначально вот получается у них, что говорит муж, что говорит родственники мужа, всегда исполнялось, их угрозы исполнялись, их поощрения исполнялись, и они только уже все, что они говорят, то и делают. Били в голову, что не надо ссор выносить.
из избы, не надо обращаться в суды и третируют тем, что я вкуплю всех, и милицию, и судей, и всех, и что ты можешь. И в отношении таких жертв, а жертвы у нас в основном 80% жертвы из социально низкого обеспечения семей. И сексуальное насилие именно в отношении таких жертв, которые зависимы, которые молчат, которые боятся за свою жизнь и как под гипнозом делают все, что говорит насильник. Насильник имеет власть над жертвами, поэтому очень много латентных преступлений. Я не сомневаюсь, что во всем мире каждый час, каждую минуту совершается насилие. Доходит до общественности минимальное, потом доходит до милиции и так далее. Ну, а потом, естественно, работа, она там прекращается, жертва это все надоедает, пишет заявление, прекращает, уходит от семьи, либо возвращается к семье. Видит спасательный круг только в детях, да? И тем самым насилие процветает. Насилие процветает. Нам, чтобы работать, искоренить насилие, нужно в первую очередь надо правовую культуру просвещения, да, вот, через средства массовой информации говорить, что насилие, наказывать насильников на законодательном уровне. И чтобы не применялись, вот очень хорошее вот, законодательство. Эльвира Сурабалдиева была инициатором, чтобы встречные заявления не применялись. Теперь два варианта. Либо будет еще эти преступления приобретут больше латентности, так как напишут, раз написали, все, машина поехала, все, его осудят. Либо второй вариант, насильников это как-то остановит, да? Насильников это как-то остановит, потому что законодательство, государство только может остановить это. Мы своими усилиями как-то, вот мы работаем, всю работу ведем, а со встречным заявлением на всей стадии может обратиться жертва. Досудебной, доследственной, на следствии, в суде первой, второй, третьей инстанции. Да? На любой инстанции она может написать встречное заявление. И вся та работа, которая была проведена, она просто... И потом, естественно, последствия. Потому что насильника же тоже таскали, на допросы таскали, в суды и так далее. Может быть, его друзья там, что там, Алынгельбей там, что не может заткнуть свою жену, и что это такое там туда и сюда, вот ваши феминизмы, ваш гендер и так далее. И тем самым он еще больше озлобленный, да? Приходит время, потом чуть-чуть, когда вот уляжется, а потом начинается. Еще с большей жестокостью начинается, да, и всегда вот эти вот жертвы, которые потом попадают с различными травмами, попадают в больницу, либо со смертельными исходами и так далее, у них вначале было несколько насилий. Это не обращались, бог знает сколько, а вот обращались, писали заявления, писали. Милиция почему не хочет работать? Потому что они говорят, ай, бытовуха. Работаешь, приходят, заявления пишут и просят, умоляют тебя прекратить. Поэтому милиция как-то вот так относится. Семейное насилие, господи, сейчас начинаем, работаем, вот это все вот делаем, и тут проделал какую-то работу, вот уже вот суд направляешь, а она приходит, умоляет тебя, чтобы дело прекратили. Поэтому тут очень много аспектов, которые сейчас семейное насилие процветает. И самые первые, почему? Потому что насильник, он имеет власть. Поэтому это не означает, что он там какой-то чиновник и так далее, и тому подобное. Просто даже если нигде не работает, он глава семьи. Порождает второе поколение насильников, дети, пожалуйста. Готовые насильники, выросшие в этой семье. У меня был один случай, муж с женой
у них не сложилось. И ребенок, чтобы не травмировать ребенка, они пошли в кино, мультфильм. Пока ребенок посередке смотрит мультфильм, они по телефону ругались. Вот, пожалуйста, правосознание, культура. Надо же думать, о детей же надо думать, да? Они по телефону ругались, по телефону выясняли отношения, да? И, ну, в итоге, вот раз, я же говорю, раз пошла трещина, его не склеит. Если даже склеишь, там останется след, да? Ну, они развелись, и минимальной травмой для ребенка. Они развелись, но остались друзьями. Там не семейное насилие было, там другое было, да, совсем. А где семейное насилие, как по телефону ругаться? Это хорошо, если там ребенка там на улицу, потом дома ругается, да? Или наоборот, ребенок дома, а не на улице. На улице никогда не дерутся, потому что соседи, мимо проходящие, все увидят. Это хорошо, если насильник думает о детей и отправляют, потом они там ругаются или там разбираются, что-то делают, да? А нет же. У нас в большинстве случаев, когда у меня тоже был один кейс, жертва говорила: я научилась определять, говорит, допустим, в 7 часов возвращается домой, я звоню в 6 часов под предлогом там захвати хлеб или там подгузники и так далее, и по голосу определяла, говорит, он пьяный или не пьяный, говорит. Если он пьяный, говорит, у меня готовые рюкзаки, то есть брала детей, говорит, и пуля из дома, говорит. Если забыла там готовкой, ужином и так далее, забыла, и он пришел, тогда надо было просто терпеть эту боль. А в ход идут все идет, и тапки идут, и все идет. Что попадет под руку, все идет, да? Очень тяжелые кейсы, это, естественно, со смертельным исходом. Недавно рассмотрели кейс, девочке было 23 года, когда она повесилась. Семья хорошая, муж сотрудник, девочка, мама, ну, со стороны девочки тоже они обеспеченные, хорошие и так далее. Она несколько раз уходила, но насильник приходил и просил прощения и так далее. Там рукоприкладства не было, просто... рукоприкладство было, но больше там было то, что муж гулял. Жена с 2 маленькими детьми дома была. И я же говорю, однокомнатная квартира. В городе Бишкек однокомнатная квартира, и в однокомнатной квартире жили 8 человек. 4 это они сами и 2 детей, и 4 это кайнена, кайната, там сестры, заловки и так далее. 8 человек в однокомнатной квартире, где личное пространство, как можно жить и так далее, да? И за всеми она вот утром встает, завтрак, всех на работу, в обед на учебу девочек, потом и так далее. В садик не отдавала детей, потому что она не работала, дома сидела, да? А муж приходит ночью или не приходит, потом по телефону, потом он приходит, почему ты меня контролируешь и так далее. А при родителях он же еще больше власти имеет, да? И тем самым показывает, вот как надо с женой обращаться, вот видите, там туда-сюда и так далее. И она от этого всего устала, просто устала, дождалась, когда школьницы придут со школы, вышла, по телефону очень много голосовых или диктофон, очень много этих для детей своих сообщений оставила. И взяла скакалку, повесилась просто. Вот. Мне было очень жалко, мать было жалко, потому что мама девочки и сестра,
Они опоздали буквально там на полдня опоздали. И хотели забрать уже все. Мама работала в России, она должна была приехать, сестра должна была забрать, да, и все, потому что она с сестрой была в хороших отношениях и себя фотографировала, отправляла синяки, вот так и так далее и тому подобное. Сестра уже вот на полдня буквально опоздали, приехала, забрала бы. И тут, а что насильник получил? Насильник получил пробацию. Насильник получил просто пробацию, и все на этом. Дети тоже у насильника сейчас. Понимаете, они не отдают, вообще не отдают. Я рекомендовала, чтобы они обращались именно, потому что в Семейном кодексе бабушка и дедушка тоже имеют право с внуками видеться. Написать в ОПСД написать, и чтобы график был, когда бабушка с дедушкой будут встречаться. Но они говорили, да, приходите, забирайте без проблем, но когда они приходили, их вообще не пускали домой. Да? Вот такие печальные кейсы есть. Есть кейсы, допустим, семейное насилие, оно маленькая статья. А есть же статья пытки. Пытки – это не только правоохранительные органы пытают кого-то, да, это пытки, истязания, как раз таки это жесткие законы, но для этого нужно доказать, что ранее было несколько раз семейного насилия. У нас же не обращаются же. Надо обращаться. Вот сделал вот так, иди пиши заявление. Пройди судмедэкспертизу, даже ничего не будет. Пройди судмедэкспертизу, это будет фактом. Это будет фактом первый раз, второй, третий раз, а потом уже это повод для большего наказания, допустим, статья, на память не помню, истязание, оно уже тяжкая статья. И по нему человека можно реально осудить. Если по семейному насилию там штрафы и так далее, там пробация, там какие-то общественные работы, то есть по истязанию можно человека осудить на 5 лет, на 8 лет и так далее. Ну, я, конечно, то, что до такого степени не дошло, но говорю, чтобы женщины услышали, что раз насилие есть, то он должен нести ответственность. И если все зависит от жертвы, если она обратится, если ей нужна помощь, у нас к юристам обратиться вообще не проблема. По гражданским, по уголовным делам государство бесплатно предоставляет адвокатов. Есть пробоно адвокаты, которые мы безвозмездно вот с 2016 года, хотя этот проект закончился давно, но обращаются люди, но когда обращаются с таким тяжелым кейсом, мы обязательно не отказываемся. Все, что мы можем помочь. Единственная проблема может отдаленность, да, получается. И если в Бишкеке эти кейсы, без проблем мы помогаем. Есть очень много адвокатов, которые помогают. Гендерно чувствительные адвокаты есть. И самое главное, вот хотелось бы, чтобы будущие студенты при выборе профессии больше давали предпочтение психологам. Потому что психологи – это выбор будущего профессии, да? Оно прям востребованное. Не хватает сейчас. Частных психологов много, а вот именно таких психологов, которые тоже вот как на какую-то маленькую сумму работать тоже не хотят, по-моему. Ну и среди психологов тоже должна пойти такая практика, тоже пробона, да? Вот 10 у тебя платных, 2 сделай бесплатных. За это никаких трат не надо. Вот твои знания, вот то, что ты можешь потратить, да, и все. А зато помогаешь человеку. Может быть, ты от смерти спасаешь этого человека, да. Хорошая, правильная корректировка именно психолога. И все. Человек как будто поменяли, вот с нее вот эту вот черную, вот это все сняли, и самое главное внушить, что она не одна, и что у нее впереди без этого насильника.
И все, человек меняется. Есть у нас кейс, очень хороший кейс. Семьи помог брат забрать. Брат забрал с 2 детьми. Она сама тоже потом вот так вот, потому что несколько адвокатов вот сопровождали, да? Несколько адвокатов сопровождали, и она сейчас предпринимательница, она бизнесменка. Она сама помогает женщинам. Она сама помогает трудоустраивать, работу предоставляет, продуктами. В ковид, по-моему, она только бегала, помогала. Именно тем женщинам, которые не работали, сидели с детьми, да, вот, социально уязвимым таким. Вот именно работа, первая помощь родственников. Это вот очень важно. Заходишь, а тебя мать не пускает, братья осуждают, выгоняют, дверь не открывают. И куда пойдет? Кризисный центр у нас заполненный, денег нету. С ребенком как жить, где жить в первую очередь? Идет обратно к насильнику, возвращается. И потом она же не уйдет оттуда. Свои родственники не принимает, она же не уйдет оттуда. Она будет жить в этой насилии. Если будет терпеть лет 20-30, когда уже у насильника там будет ослабевать, там и дети вырастут, может быть, если дети хорошие, дети вырастут, они будут за матерью уже, наоборот, там жертва отец, да, скажем так. Только так. Чтобы пожизненное лишение назначать, там же есть определенные нормы, да. Допустим, за убийство не дают пожизненное лишение. Максимальный срок 15 лет, да. А за двойное, тройное убийство, да, пожизненное лишение дают. Просто убийство, она первая часть, убийство с особой жестокостью и так далее. Если там будет несколько этих статей, тогда можно пожизненное дать. А причинение 20 лет это очень хорошо. Далее. 20 лет это очень, потому что у нас самый максимальный срок наказания 15 лет. Я за то, чтобы тоже суд назначил бы пожизненное, да, лишение, но надо и понимать еще судей, что они не могут перейти именно грань, черту, которая в законодательстве указана. Я думаю, не стоит. Не стоит 20 лет давать, 25 лет давать, то есть менять, не давать, а менять, да. Наоборот, надо вот здесь сделать ужесточение, чтобы он 20 лет там и сидел. Никакая амнистия, никакая колония поселения, УДО, помилование и так далее не применялись. Если вот так, то Бог знает, через 20 лет он выживет ли все 20 лет там он, выйдет ли, каким выйдет он. А за 20 лет осель какая будет, да? Дети какие будут, да? Не только осель, все жертвы. Поэтому вот эти сроки давности не применять. И именно вот в амнистии не применяется именно, очень хорошая амнистия вышла, не применяется именно в отношении тех, которые были признаны, совершили сексуальное насилие и так далее. Да? Вот всем видам насилия, если не применить вот эту амнистию, колония поселения, УДО и так далее, как на нашем языке говорят, от звонка до звонка, если он там будет сидеть, вот, пожалуйста, победа наша. Потому что ему сейчас сколько, где-то лет 30, да? Под 40, а лет через 20 сколько будет? 60. Он сам никакой, как овощ, выйдет оттуда, кого там будет убивать и так далее. Да? По всем видам насилия нужно не применять вот эту. Вот, допустим, в моем кейсе тоже, если бы законодательство запрещало бы применить пробацию, то суд не применил бы. А законодательством разрешено. Тяжкие преступления, до 10 лет преступления, суд применяет пробацию, если сам он согласен на применение пробации, если он сам согласен. А если вот именно, опять-таки, пробация, внести изменения, пробация не применяется, штраф, пробация, исправительные работы, они не применяются в отношении
такого рода преступлений, то все, однозначно лишение свободы. Безнаказанность порождает насилие. Еще больше жесткое насилие порождает. Да? В целях гуманизации, получается, апробация в целях гуманизации, амнистия в целях гуманизации, да, и так далее. Встречные заявления, прекращения в целях гуманизации. Но если вот эти вот в целях гуманизации эти нормы не применять в отдельных каких-то категориях дел, то, мне кажется, я же говорю, насилие мы можем остановить только на законодательном уровне. Не применять вот эту гуманизацию в отношении насильников. Неважно, это семейное насилие, это сексуальное насилие, неважно. Все формы, виды насилия не применять. Если бы, допустим, я же говорю опять-таки, если бы пробация было бы в категории каких-то дел, вот именно насилие не применялось, то он бы получил 5 лет, скажем так. А человек, если получает такой срок, 5 лет, ни на УДО, ни на КП выходит, он уже будет бояться совершить какое-то насилие. Понимаете? А вот безнаказанность и такое легкое наказание, легкий испуг, да, будет продолжать вот это все. Семейное насилие, она с 17-го года в кодексе, вообще смешно, она как проступок было, да, у нас, даже не уголовное дело, это как правонарушение было. Вот ты вышел на улицу, там, не знаю, мусор выкинул или плюнул. Такого рода было, да. Потом, если, допустим, в результате семейного насилия жертва попадает в больницу, экспертиза менее тяжкая, тогда это уголовное дело. Возбуждали причинение менее тяжкого вреда здоровью. А семейное насилие штраф 30 тысяч сомов. Максимум 60 тысяч сомов было. И он выходит, штраф оплачивает из общего бюджета, и еще раз по башке дает. Да? Вот ты, из-за тебя у нас нет угля, допустим, на зиму, да? Все эти деньги я по твоей вине еще оплатил штраф. А потом жертва пойдет писать заявление. У них вот зима, надо уголь купить, весна, надо там посев, массив, а все эти деньги, оказывается, надо штраф платить. И мы без ничего остаемся. И еще по моей это вине. Понимаете, это вообще смешно, да? А в этом кодексе 21-го года, кодексе, в котором мы работаем, семейное насилие носило в уголовный кодекс, и лишение свободы есть. Но опять-таки пробацию применяют, понимаете? Судебная система может наказать, жестоко может наказать, если оно приобрело общественный характер, резонанс. То есть общество смотрит, да, общество контролирует. Вот тогда можно надеяться на то, что он получит такое хорошее наказание. Да? Вот, я думала, вот муж Асели вот этой дадут 15 лет, потому что на самое максимальное 15 лет, да? И суд тут можно поаплодировать, что 20 лет дали. Но пожизненно не может дать, не надо осуждать судебную систему, там пожизненное лишение применяется там, за двойное убийство и так далее, за тройное и так далее. Да, вот. Но благодаря обществу, благодаря тому, что средства массовой информации всегда освещало вот это все, держало на контроле, да, вот это все, благодаря этому это вот такое наказание. Быть женщиной в Кыргызстане неплохо. Быть женщиной в Кыргызстане хорошо, если эта женщина знает свои права. И если эта женщина, она не молчит. И если за этой женщиной сзади стоит скала, это родственники. В первую очередь родственники. Пожалуйста, дорогие наши кыргызстанцы, не оставляйте своих сестер. Не оставляйте своих дочерей, да, не оставляйте, вообще не оставляйте их наедине со своими этими. Сегодня, допустим,
ваша сестра, дочь, жертва пришла к вам со слезами, вы не пустили, завтра будете плакать вы в ее могилке, да, вот так могу сказать. Потому что, закрывая дверь, вы открываете двери. Не хочу сказать, вот так. Поэтому, почему? Женщиной быть очень хорошо. У нас женщин, девочек тяжело, когда, я же говорю, тяжело, когда она молчит. А вот если не молчит, то мы всегда готовы помочь. Мы все готовы помочь, только надо просить правильно у правильных людей, скажем так. Одна дверь закрылась, открылась вторая дверь. Вторая не открылась, третью постучись. Всегда надо, да? И сейчас же прям очень хорошо еще вот эти вот соцсети помогают. Когда вот не достучаться ни до кого, можно в соцсети обратиться, и там раз распространили, два, три, и вот получается дали резонанс, где-то следствие стояло, задвинулось, где-то судебные эти какие-то были, пожалуйста. Вот получается, у нас не государство ужесточает, да, а сам народ. Сам народ следит, контроль берет, просит всех, держит на контроле. А наоборот надо быть. Надо быть наоборот. Государство должно заботиться, государство должно, как у нас в Конституции указано, и давать, дали нам дали свои права, дали гарантии, дали, да, но надо же, чтобы это все работало. Просто написали закон, но надо же, чтобы она работала, она не была мертвым. Поэтому, если государство будет смотреть, ну, мы все на ошибках, да, мы все на ошибках, вот то же самое, как я Аллах хочу, пока вот это смерти не было, Бурулай, это была какая-то статья мертвая. И вот получается, после Асель, опять-таки, да, вот какую травму она получила, и после нее насильникам не будут давать пробацию, уже побояться, да. И у нас, к сожалению, после того, как мы потеряли что-то, что-то у нас меняется. А наоборот же надо профилактика быть. Наоборот, надо у нас гарантии того, что эти законы будут работать. Государство должно гарантировать, и государство должно именно, если у нас насилие процветает, то, значит, почему она процветает? Надо же смотреть, почему она процветает. Она процветает, потому что она безнаказанность. Безнаказанно насильник никакого наказания не получает. Или получает там легкий испугом отделался. Значит, надо вот здесь вот так делать, не применять пробацию. Получил срок, все, больше никаких поощрений нету. Вот он насилие оказал в отношении кого-то, пусть насилие получает от государства. Почему бы и нет? Вот тогда он будет в шкуре жертвы.